В эфире программа «Новости», в студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Наш телеканал поздравляет вас с праздником Победы. Желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой. А теперь коротко о главных темах выпуска. Глава региона за всех якутян возложил цветы к подножию монумента воинам-победителям на площади Победы в Якутске. Здесь живет ветеран, гласят таблички, которые администрация столицы установила на дома героев войны. Неожиданный подарок ждал сегодня ветеранов в Вилюйском районе. Им вручили ключи от новых автомобилей. Сегодня вся страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В нашем регионе нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. С 1941 по 1945 годы на фронт было призвано свыше 62 тысяч якутян. Добровольцами ушли наши земляки, студенты и аспиранты центральных вузов страны. Якутия потеряла в сражениях войны почти 38 тысяч человек, в тылу более 65 тысяч. Наши земляки участвовали во всех крупных сражениях и с честью выполнили свой долг перед Родиной. Более 1000 из них за годы войны были удостоены высоких боевых наград. 25 воинов стали героями Советского Союза, 5 – полными кавалерами Ордена Славы. В этом году праздник проходит в непростых условиях. В связи с всеобщей самоизоляцией в Якутии мероприятие состоялось онлайн. За всех якутян цветы к подножию монумента воинам-победителям на площади Победы в Якутске возложил глава региона С.Н. Николаев. После он обратился с речью к якутянам. Горячо и сердечно поздравляю вас с юбилеем Великой Победы. Сегодня снег, но сегодня святой день для всех нас. 75 лет тому назад победа, завоеванная советским народом, принесла свободу всему человечеству. Мы никогда не забудем, какой неизмеримой ценой наш народ победил фашизм. И никогда никому не дадим забыть этого. В этот светлый праздничный день мы, якутяне, едины. Наши сердца полны безграничной благодарности и огромной гордости. Мы гордимся всеми, кто героически защищал отчизну на полях сражений, всеми, кто своим трудом приближал победу в тылу. Из-за пандемии традиционного парада не будет и на Красной площади в Москве. Однако некоторые элементы все же пройдут сегодня. В частности, авиапарад. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом. Президент России Владимир Путин выступит с обращением и возложит цветы к вечному огню. В связи со сложившейся ситуацией многие мероприятия, в том числе акция «Бессмертный полк», проходит в онлайн. Завершится юбилейная программа праздничным салютом в Москве. Фотография с воином-якутянином времен Великой Отечественной войны стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк». Снимок появился на официальном сайте движения и украсил собой статью, призывающую принять участие в онлайн-шествии. Моей коллеге Виолетте Засимовой удалось узнать, что на фото запечатлен Илья Соколов, уроженец села Еланка, ныне Хангаласского района. В 1941 году Великая Отечественная война постучалась в каждый дом маленького села Еланка Орджоникидзевского района. В первый год на фронт ушли 50 человек. В 1942 призвали сразу 5 братьев Соколовых – Илью, Николая, Дмитрия, Егора и Ивана. Мой дед Соколов Илья Гаврилович вместе со своими братьями в июле 1942 года был призван из Еланки на фронт. После учебки они попали в один артиллерийский расчет. Дед прошел войну наводчиком, у него было феноменальное зрение. В том же составе, пройдя с боями всю Европу и освободив ее от фашистов, дед вернулся в родную Еланку в 1946 году. После войны работал в совхозе, вырастил 4 сыновей и 2 дочерей. Дед ушел из жизни в 1989 году.
Вячеслав, внук Ильи Соколова, полковник в отставке, родился и вырос в Покровске, сейчас живет в городе Краснодар. Его жена Светлана – фотограф-любитель. В 2017 году она принимала участие в фотоконкурсе ко Дню Победы на одном популярном сайте. Тогда фоторабота, на которой она запечатлела ордена и снимок родного деда мужа, не заняла призового места. Но через 3 года фотография неожиданно появилась на сайте движения «Бессмертный полк», а затем в эфире Первого канала. О том, что фотография моего деда, вернее, композиция с этой фотографией, стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк», я узнал случайно. Из выпуска новостей 27 апреля этого года в сюжете о проводимой в канун Дня Победы акции. Что я испытал? В первую очередь гордость за то, что фотография деда, уроженца небольшой деревни Еланка из далекой Якутии, стала символом движения об увековечении памяти героев. Гордость за то, что работа моей супруги, в которую она вложила душу, удостоилась чести представлять движение «Бессмертный полк». А значит, и нашей семье удалось внести небольшой вклад в, безусловно, важное и нужное дело. День Победы потомки воина-якутянина Ильи Соколова встретят, как и все, дома. Посмотрят праздничные передачи, исторические фильмы по телевизору, а вечером обязательно почтят минутой молчания память деда и всех павших в боях, не доживших до 75-й годовщины Великой Победы. Иногда, не только в канун Дня Победы, я достаю хранящиеся у меня боевые награды деда, его фронтовые фотографии, рассматриваю их и пытаюсь понять, как смогли эти 20-30-летние простые деревенские парни пережить эту войну. И не только пережить, но и выйти из нее победителями. Ведь только благодаря им мы сейчас живем и можем говорить на родном языке. Я задаю себе вопрос, а смог бы я, будучи на их месте? Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Краснодарский край. В поселке Сангар Кобяйского района почтили память фронтовика-корреспондента Великой Отечественной войны Фадея Гавриловича Грузных. Боевой путь начинал рядовым стрелком, окончив Ленинградское краснознаменское военно-политическое училище имени Энгельса. Стал заместителем командира роты по политчасти, инструктором-литератором дивизионной газеты. Гвардии старший лейтенант был ранен под Севастополем, победу встретил в Германии. Имеет много боевых наград, орден Красной Звезды за боевые заслуги. Мой дед Фадей Гаврилович служил во время Великой Отечественной войны фронтовым фотокорреспондентом 87-й гвардейской дивизии 2-й армии. Организовал здесь комнату боевой и трудовой славы в поселке Сангар. Кроме того, вел большую работу именно общественную в газете «Ленинец». Постоянно печатал свои статьи на тему войны, проводил встречи со школьниками. Каждый должен знать, где живет герой. В центральном округе города Якутска проживает 14 участников войны и порядка 250 ветеранов тыла. В рамках всероссийской акции «Здесь живет герой», стартовавшей в 2019 году, в домах, где проживают ветераны боевых действий, были установлены памятные знаки. В преддверии 9 мая на этих же домах установили таблички с именами героев тех, кто воевал за Родину. Ветераны, к сожалению, уходят. Мы в этом году, окружная администрация, решили повесить вот такие таблички, которые говорят о том, что и фамилию, и человека, чтобы люди знали, кто есть кто и кто воевал за нас, кто отстаивал, проливал свою кровь во время войны. Их остается мало, поэтому мы хотим отдать им дань уважения того, что они сделали для нас, для того, что мы живем здесь в данный момент. Неожиданный подарок ждал ветеранов в Вилюйском районе. В знак глубокого уважения и благодарности в честь 75-летия Великой Победы от имени всех жителей глава района вручил Николаю Ивановичу Афанасьеву и Якову Петровичу Григорьеву ключи от новых автомашин. Наши алтайские коллеги к Дню Победы навестили ветерана Алроса Василия Шпалваченко. Родившись 9 мая 1945 года в семье героя войны, в 25 он уехал в Якутию и отдал ей треть века своей жизни. С ветераном пообщалась Елена Пекунова.
мировой истории. 9 мая 1945-го. Под звуки всеобщего ликования после новости об окончании войны в маленькой деревушке в Кировоградской области произошло еще одно радостное событие. В семье Ивана и Матрёны Шлопаченко родился сын Василий. Сегодня ему 75. Память о родителях он бережно хранит в семейных альбомах. Отец воевал на Украинском фронте, затем его отозвали для работы в сельском хозяйстве. Нужно было кормить народ. Это уже как вторая такая вот радость, что я вот именно родился в этот день. А так всегда. Мы даже, когда собираемся, мы все равно первый тост мы пьем за тех, кто воевал, кто не вернулся. Будучи выходцем из семьи трактористов, Василий Иванович стал родоначальником другой трудовой династии. В 25 лет уехал жить и работать в якутский поселок Айхал, добывать алмазы. И 33 года место работы не менял. Дети пошли по стопам. Связь с северянами Василий Иванович и его жена Светлана Андреевна не теряют и сегодня. Тем более в их поселке живут давние знакомые из Якутии. Уже на Алтае они стали настоящими друзьями. Какое-то плечо, мы знаем, что не подведет никогда человек, что всегда сделает так, как вот, попросишь его. И как-то мы вот поддерживаем друг друга. Вот именно эта поддержка нас сплачивает. Сплачивает еще и поддержка компании, работе в которой ветераны посвятили жизни. Благодаря пенсионной программе «Алмазная осень» финансовые трудности обходят их стороной. И это добавляет уверенности в завтрашнем дне, говорит Василий Иванович, уже планируя отмечать собственное столетие. Сложно в это не поверить, глядя на этих людей, которые пронесли свою дружбу через полвека, а любовь к названной родине, Северному краю, через всю жизнь. Если бы у меня была бы такая возможность еще раз повторить свою жизнь в этом суровом краю, я бы согласился. Елена Пекунова, Дмитрий Козерлыга. Специально для телеканала «Алмазный край». Теперь актуальная информация о ледоходе на реке Лени. По последним данным службы Ленского бассейна, вскрытие на участке Покровск-Якутск-Кангаласа ожидается 10-13 мая. По состоянию на сегодня нижняя кромка ледохода находится в 15 километрах ниже поселка Кытыл-Дюра Хангаласского района. Наблюдается густой ледоход. Сейчас вы видите кадры с прямой трансляцией камер видеонаблюдения. Следить за обстановкой можно и самостоятельно на сайте saha.gov.ru. Верхняя кромка в 30 километрах выше населенного пункта Хатынг-Тумул Алекминского района. Ледоход редкий, протяженность 231 километр. За сутки он продвинулся на 55 километров. Сегодня ожидаются первые подвижки льда у Якутска. По уровню воды у Покровска он составляет 4 метра 62 сантиметра, при критических почти 14 метрах. У Якутска лед подняло на 34 сантиметра. К этому часу пока все. До встречи в эфире.